безусловное влияние, которое осталось в подкорке создания, это как айбеляр собирались и пели песни. Обязательно на свадьбах был баян. Вот именно вот исключительно деревенская народная музыка. Вот она до сих пор, мне кажется, в моих подкорках там подсознания есть. Вот ее влияние явное чувство. Барахзгада салям. Это подкаст Into the Tatarverse, подкаст про татар, татарскую жизнь и культуру во всех ее плоскостях и проявлениях. Меня зовут Халиль Ахмедзянов. Сегодня про все это мы поговорим с Айратом Лавкаевым, электронным музыкантом и участником группы Аммаш. Салям, Айрат. Как дела? Салям. Да, все супер, все вообще отлично. У нас классический такой сейчас вопрос, но оно и логично. Как у тебя с татарским языком? Ты разговариваешь? Мен білеке шақтай бәт сөйлештім, қазір әзірек күні плохо. Минем да шулай. Шулай шул. Расскажи про себя немножко. Откуда ты? Где ты родился? Я вообще родом прям из маленькой деревушки в Башкирии, на границе, в принципе, с Татарстаном, наверное, где-то 60 км от границы с Татарстаном. Мои предки были типтяре, татары без земель, насколько я правильно понимаю, которые во времена Ивана Грозного искали место, где они будут жить, потому что Казанское ханство было захвачено, и они договаривались с башкирами, что они могут жить на их землях и на каких-то там условиях. Я, конечно, мог в каком-то факте ошибиться, но, по-моему, все так. А вот. Какая это часть Башкортостана? Это вот западная часть, по сути. Северо-западная или западная? Северо-западная, да. Там Туймазы, город Октябрьский, вот. Ближайшие города и города, в которых я часто проводил в детстве время. Дальше я поступил в нефтяной институт в городе Альметьевск. Жил там, учился, и потом только переехал уже в Казань. Как ты пришел к музыке из нефтяного? Мне кажется, я уже пришел к этому до поступления в институт. Где-то это был 2012 год, 10 лет назад, уже больше 10 лет назад. В старших классах, это был, по-моему, 10-11 класс, где я в деревне, в которой население около 200-300 человек, тяжело себя чем-то занять. Но приходилось либо ходить в библиотеку и читать книги, либо, к счастью, моему появился достаточно рано интернет, и я много чего находил там, типа какие-нибудь танцы, какие-нибудь там музыка интересная, узнал, что такое граффити, хотя в деревне никто понятия не имеет, что такое граффити. Вот, и как-то благодаря увлечению там электронной музыкой и там битбоксу я встретил казанского битбоксера с его популярным видео на кухне, Митю Бурмистрова. Я захотел делать так же и начал заниматься музыкой. Вот. В институте и параллельно учебе я также занимался. Вот. Родители говорили, это все хобби, главное учеба. Я такой, хорошо. Жизнь повернулась так, что это не стало хобби, а стало делом жизни. Но учебу я закончил, в принципе, нормально. Ты, получается, до самого поступления в институт жил в деревне? Да. Откуда у тебя появилась вот эта тяга? То есть благодаря интернету или ты до этого как-то хотел расширять? Тут дело не в том, что люди в деревне ничем не интересуются. Естественно, интересуются очень многим, но доступа и возможностей у них не так много, и даже не всегда возникает этот интерес. Откуда у тебя это появилось, как ты думаешь? Не знаю. Возможно, тут много всяких факторов может быть, как от генетических, так и до просто каких-то решений там в моем детстве, потому что я и так рисовал. Меня к чему-то творческому всегда тянуло, и хотелось больше познавать мир вот таким образом. Больше себя показывать миру. Угу. А с точки зрения языка у вас деревня татароязычная или уже там по-русски говорили больше? Или когда ты рос, вы говорили по-татарски только? И сейчас, и до сих пор большую часть населения составляют татары в нашей деревне. Но конкретно в нашем районе очень вообще интересная особенность, потому что есть отдельно марийские деревни, а они какие-то прям
особенные считаются. Они очень сильно отличаются от марийцев, которые же проживают в Мариэл, и есть отдельно чувашские деревни, в которых исключительно чуваши живут, и отдельно деревни, в которых башкиры. В общем, у нас как-то так. А, в каждой деревне есть прям какая-то доминирующая национальная часть вообще. Ну, это прикольно прям. Да, это очень круто. У меня бабушка росла в деревне, где вообще там она поделена рекой, и одна половина татарская, другая удмуртская. И они как бы так и живут до сих пор по вот эти обе стороны. Естественно, там какие-то есть культурный обмен происходит, но все равно то, как они все друг с другом соседствуют, это прикольно, да. В этом регионе особенно. Про музыку ты сразу начал интересоваться именно электронной, или у тебя были попытки там, в инструментальную уйти, там, может, рок какой-то, или вот ты говоришь битбокс, там, в рэп, может быть? Ну, я все детство слушал тяжелый рок, всякие имарские музоны. Что такое? Я, наверное, все переслушиваю из рок-музыки, что можно было от хэви-металла до инди какого-то. И, ну, у меня была мечта научиться играть на гитаре, но я почему-то в художку пошел. Не знаю. Но я до сих пор не жалею, но все равно я пришел каким-то образом к электронной музыке. А желание к рэпу у меня никогда не возникало, потому что панки хой, рэп параша, все прочее. Рэп это кал, да. Да. Из 2000-х. Кто бы знал, что сейчас станет с рэпом. Ну да. В принципе, насколько у тебя было влияние татарской музыки? Потому что когда, например, я рос, большую часть времени я проводил в Москве, там как бы вообще про татарскую музыку как бы и речи не заходило, никто об этом не говорил. Я тоже там слушал в основном рок какой-то, вот. А когда приезжал там к бабушке и дедушке либо в Казань, либо в Башкирию, Башкортостан, то как будто бы вот эта вот царящая на тот момент эстрадная музыка, которая там была по радио, которая смешивалась с такой более, ну, совсем уж национально-традиционной музыкой, она была музыкой для старшего поколения, и молодежь, естественно, ее не слушала. Как у тебя это было? Как-то она в тебя проникала? Влияла ли? Я думаю, что татарская эстрадная музыка на тот момент вообще проходила мимо, и максимум я ее слышал только где-нибудь на радио или у кого-нибудь в машине играющей. Но, ну и слава богу, в принципе, не такая уж она и хорошая, мне она не нравится и не нравилась, но безусловное влияние, которое осталось в подкорке создания, это как Айбеляр собирались и пели песни. Обязательно на свадьбах был баян. Вот именно вот исключительно деревенская народная музыка. Вот она до сих пор, мне кажется, в моих подкорках там подсознания есть. Вот ее влияние явно я чувствую. А вот чисто с музыкальной точки зрения, что тебя отталкивало? Ну, просто я тоже для себя анализирую, интересно, как у тебя это было. Но мне кажется, я просто был бунтарь и слушал тяжелую музыку, и для меня было важно отрицать все остальное, всю попсу, весь рэп, а слушать только Родска, потому что это не true уже, если ты что-то другое слушаешь. И, разумеется, эстрадная музыка, она попадала под это независимо от того, какой бы она была. Ну да, Даже согласен. если бы она да. была крутой какой-то. У тебя был достаточно долгий, перед тем, как появился Амаш, достаточно долгий период, когда ты занимался чисто электроникой, без... Там, это не песенная даже форма была. Как у вас образовался Амаш вообще? Потому что, в общем, интересно, как ты в это попал, почему тебе это вдруг стало интересно, учитывая, что у тебя была вообще другая ниша? Хоть и ниша у меня, конечно, другая была, но я выпускал несколько песен с узнаваемой татарской пентатоникой уже в электронном звучании. Как минимум, 3, 4, 5 треков есть. И уже, мне всегда хотелось что-то пробовать, интегрировать свое национальное в музыку.
А Маша появился просто из-за того, что мне стало скучно работать одному, и да я уже никакой цели особо не видел в плане там дальнейшего своего музыкального развития, и хотелось с кем-то писать, разделять весь этот уютный творческий процесс. И это были как раз мои друзья с института, которыми мы уже достаточно в студенческое время баловались над всякими там экспериментами, выступлениями, со времен даже студенческой весны, да. И в один день мы решили просто ради интереса и эксперимента и прикола сделать песню на татарском, чтобы сделать для нее клип и выпустить, создать песню просто ради клипа, проект одной песни. Но результат нам очень понравился, и мы такие: о, прикольно, да, нам это нравится. Русский язык в наших песнях почему-то никаким образом не получался, английский получался, но как будто на тот момент скиллов даже и не хватало, чтобы куда-то с этим лезть. И да, это мало кому понятно на российской сцене. А татарский — это что-то прям родное, интересное и свежее. Ты сказал, что ты в своей электронной музыке тоже начал использовать какие-то татарскую пентатонику, какие-то мотивы. Это был как момент такой, типа, поиска вдохновения из каких-то родных, понятных тебе вещей, или какое-то осознанное понимание, что хочется поработать именно с вот этой татарской мелодикой? И осознанно, и некоторые треки, я думаю, что они просто спонтанно получились. Я там, допустим, сделал какую-то мелодию, такой: о, ничего себе, на татарскую похоже, давай навалю сюда еще баса, и вместо синтезатора поставлю флейту, будет звучать как курай. О, и вообще классно работает. Поэтому, когда я результат услышал, такой подумал: да, вот это трушно, в этом что-то есть. В любом случае, как бы, интересно, насколько на вас повлияло в целом общее, потому что внезапно в какой-то момент возникла инди-сцена татарская, можно так сказать, и вы стали в любом случае ее частью. Этот процесс, так, изнутри, как тебе кажется, он просто у людей возникла мысль о том, что нужно попробовать со своим языком работать, как раньше, знаешь, инди-группы пели на английском, потому что по-русски не true, и непонятно, как вообще с русским работать в плане музыки. Вот. Потом вроде как русский проник, потом появилась вот эта вот татарская история, вообще непонятно откуда взявшаяся со стороны, но как ты думаешь, почему сразу несколько групп появилось? Там Усал в одном жанре, вы в другом, там ребята, там Кайнар, Радив, Кашапов там пробуют разное. Как это получилось, что все одновременно примерно начали пробовать на татарском что-то писать? Вот, если честно, я предысторию даже не знаю, как это все получилось. Я бы даже не сказал, что мы одновременно с ним появились. Мы появились уже, когда эта инди-сцена, в принципе, была сформирована. Она лишь сейчас, там, в последнее время пополняется, потому что, вот, как ты сказал, что петь на русском было вроде не true для инди-групп, вот, и на татарском тоже вроде казалось тоже странно. Сейчас, благодаря вот инди-сцене татарской, которая показывает, что, в принципе, это звучит и с этим можно работать, уже, как говорится, молодежи даже и не зашкварно, как бы это плохо не звучало. Я не знаю, мне кажется, в момент те, кто были на истоках формирования этой инди-сцены, как-то подустали, может, от того, что было однотипным на эстраде. Я не могу быть экспертом, я не знаю, что происходило в этот момент, извините. Просто предположение. Да, я понимаю, я поэтому, как у тебя изнутри это ощущалось? Но у меня лучше было ощущение, что мы с группой приходим еще не на сильно сформировавшуюся, но уже существующую инди-сцену в татарской музыке. И я уверен, что она еще не до конца прям сильно сформирована, потому что, как будто еще чего-то не хватает. Либо какого-то ее громкого релиза, либо еще одного какого-нибудь исполнителя. Хотя вроде уже есть и уверенно известные дуэты Игел. Угу.
Но чего-то, по моему ощущению, еще не хватает для полного устойчивого выражения, что это вот все сцена. Угу. Ну вот у меня предположение и, соответственно, вопрос есть. Кто аудитория, которая слушает? Очевидно, что это какие-то татароязычные и вообще, в принципе, ребята, которые живут там на территории Татарстана, Башкортостана, ребята, которые хотят услышать что-то на своем языке, но свежее и не затасканное. Насколько таких ребят много? Кто вот твоя аудитория, ваша аудитория? Как тебе кажется? По большей части из вокальных это молодежь, ну, наверное, прям так до лет 35. От подросткового возраста до 35. Крайне редко, мне кажется, есть более взрослые слушатели у нас. И другая часть аудитории – это русскоязычные слушатели, которые любят инди-музыку. Мне вот это, конечно, радует, что наша музыка находит отклик в сердцах у неносителей татарского языка. Вот это одно из, наверное, самых крутых достижений и целей. С точки зрения музыки, на что вы опираетесь в Амаже? Откуда вы берете вдохновение? Потому что там у меня возникает ассоциация с каким-то там французским дископопом, что-то такое какое-то. В общем, очень интересно, откуда возникает татарскость, потому что ее как будто бы нет, и вы как будто бы туда не сильно опираетесь помимо языка. Вот как вы внутри этот процесс для себя строите? Хоть и в каком-то пресс-релизе завелось, что у нас там очень много пентатоники, и мы это мешаем, но у нас там пентатоника, мне кажется, только в 2 треках за все остальные. А вдохновение мы, кажется, набираем просто от того, что мы с ребятами достаточно разные по вкусовым и музыкальным ощущениям, и мы как-то пытаемся это комбинировать. Вот. А финальный результат там продакшена чаще зависит просто от стадии демки. Ну, когда что-то под определенную последовательность аккордов вокальную мелодию придумали или под бас. И такие, ага, вот здесь хочется, конечно, прям массивных ударов, как у Imagine Dragons. А нет, а вот здесь вот этой хочется диско французское, как ты сказал. Вот. И мы просто, мне кажется, каждый со своим бэкграундом приносим какие-то свои идеи и комбинируем это. Поэтому мы вряд ли там постоянно звучим как в одном стиле. Вот. Сейчас мы, допустим, мини-альбом будем выпускать в этом месяце. Там уже, ну, даже прям такой ракешник появился. Ремарка. Мини-альбом уже вышел, слушайте на всех платформах. Ты говорил, что у тебя как бы осталось вот в подкорке вот такие деревенские какие-то напевы, которые ты слышал, когда просто в деревне их пели. Потом интересовался ли ты как-то историей татарской музыки, там, композиторами, или ты наоборот там не хочешь, чтобы это как-то было, ну, сильно ассоциировалось именно вот с традицией какой-то татарской, чтобы это было именно современное что-то? Даже не знаю, как сказать, вряд ли я прям интересовался. Я, разумеется, знаю каких-то там композиторов и исполнителей, но чтобы это прям сильно влияло на наше творчество, я думаю, что нет. У нас основа больше на языке, нежели на языке и музыке, чем нести какой-то культурный код за счет звучания инструментов каких-то, напевов. Оно может просто вот как-то немножко отражаться, но в целом это не сама цель. Угу. Хоть и за это и хают, и ругают часто взрослые слушатели, что делайте по-западному, вот. А в целом-то уровень продакшена российской поп-музыки так бы и стоял на месте, если бы никто по-западному не пытался бы экспериментировать, или вот как татарская эстрадная музыка так и стоит на месте.
с продакшеном 2010 года или там 2005. Да. Вот я тоже подумал, что это такая освобождающая история, когда ты отходишь от классической мелодики, но при этом используешь язык, и это реально как-то двигает вперед всю историю, потому что что меня смущало, я так пытался сформулировать, что именно меня смущало в татарской эстраде, помимо как бы там же были крутые ребята, которые реально умеют петь, ну, в плане, если говорить про исполнителей. Но сам продакшн, он как бы, даже когда ты не знал слова, что такое музыкальный продакшн, он тебя смущал, потому что там дешевый синтезатор и встроенная в него драм-машина с каким-то баяном поверх, это сразу что-то такое, типа, не постарались, как будто ребят даже не поискали. Ну, но в эстраде достаточно есть примеров, которые пытались сделать что-то очень сложное. Типа есть какие-то татарские около фанк, джаз исполнители. Я вот сейчас не буду говорить имена, потому что боюсь ошибиться. И также те, кто делали прям супер стильные диско, которые даже лучше все, чем сделали в промежуток с 2000 по 2023, 100%. Вот. Так что там примеры тоже свои были. Тоже есть ощущение, что сами исполнители-то слушают музыку и, конечно, тоже хотели как-то интересно выделиться. Но вот согласен, что я тоже так немножко почитал именно с ракурса современной музыки, а не традиции. Как там в 80-х были тоже попытки сделать какие-то диско-аранжировки. Да, но при этом все это сидело на таком классическом филармоническом пении. Вот, и как будто вот эта вот несостыковка, может быть, и смущала людей. Может, просто не готовы были к такому звуку, не знаю. Вполне возможно. Но я до сих пор вспоминаю перед собой эту запись, не помню, как называется. И там прям был такой добротный фанк вообще на татарском. И он был сделан там в 80-х, что ли. Просто вообще прекрасно звучал. А про язык кто у вас пишет стихи? Пишем мы вместе с поэтессой. Она нам помогает в плане всего в производстве текста, потому что, к сожалению, мы не прям elementary уровень, не прям C1, C2 на татарском, поэтому мы постоянно пользуемся ее помощью, а идеи к песням придумываем сами, вот. А можешь сказать, что это за поэтесса? Вот, а Зулейха Камалова – это вот казанская девушка, очень, очень крутая поэтесса. Да, она реально очень крутая. Интересно, как у вас происходит... Это такой классический вопрос для групп, как у вас происходит написание песен, но в данном случае тоже интересно, потому что отталкиваетесь ли вы от мелодики языка, от того, какой стих написан, или вы сначала музыку пишете, и на нее уже пишутся стихи? А мы пишем изначально рыбу на английском. Нам хочется, чтобы текст, который сделается, и мы там придумаем к песне, он был более западно звучащий, что ли. Потому что все-таки английский, он достаточно самый удобный. Ну, как Иван Дорн использовал там свой йогуртный английский, так же и мы используем это для написания музыки. У нас все демо-треки, все вокальные мелодии сочиняются на английском. И потом уже, получается, Зулейха пишет на рыбу готовую какой-то текст, который сразу ложится на музыку. Да. А порой иногда и какие-то фразы мы уже ключевые сразу сочиняем на татарском, чтобы было понятно, как это будет работать. Ну да, потому что в татар-казе, например, точно от фразы, мне кажется, вы оттолкнулись. Да. Какие у вас планы дальше? Может быть, у тебя какие-то есть планы в сольном проекте? Я вот знаю, что ты сейчас выпустил, что это сингл, как это можно назвать? Но это твоего отличного проекта. Я в своей музыке достаточно редко что-то выпускаю, потому что музыки в моей жизни и проектов, с которыми я работаю, достаточно. Прям очень много сейчас.
А с группой планируем выпустить мини-альбом из 4 песен, которые мы записали и придумали еще летом. И вот так дистанционно со мной еще мы немного дописывали. Альбом выйдет 24 февраля. Он как-то приурочен к годовщине войны? Ну, достаточно остренький альбом, да. Как на вас повлияла, собственно, сама война и то, что... Ну, разъехались ли вы, или вы все приехали в одно место и там записываете? И ментально как это на вас повлияло, и с точки зрения работы повлияло ли? Все ребята остались в Казани, существуют и живут, и выступают, а я из-за своей работы должен был релоцироваться. Ну, не знаю. Непривычно, что мы не сидим по привычке у меня в квартире и создаем демки. Пока не особо представляю, как мы будем выстраивать процесс в плане работы дальше. Может быть, я просто буду какой-то продакшн делать, но все ляжет ответственность на ребят. Пока еще не дошли до создания новых песен дистанционно. Но в идеале и не хочется. Хочется, чтобы уже наконец-то была возможность писать вместе. Какой у тебя общий взгляд? Ну, ты вот сказал, что, да, инди-сцена сейчас, она как бы достаточно развилась относительно нулевого уровня, но будет развиваться. Вот какое ты видишь дальше? Будет ли, может быть, это развитие там не только на российской сцене, но и на Запад? Может быть, у вас есть какие-то идеи, как туда двигаться? Пока что я даже не знаю, как у нас обстоит с этим вопрос, какие у нас планы двигаться дальше или на какой-нибудь рынок выходить, потому что хочется еще больше завоевать локальный рынок и отечественный. Вот. Недавно я задавался вопросами и выкладывал в сторис, почему у нас еще нет классного татарского рэпа, как у казахов. Но мне Радиф ответил, что у них отдельная страна целая, независимая, и их по количеству больше. Скажи, что тебе нравится из нынешних ребят, из тех, кто на татарском делает музыку, не обязательно инди, хотя она все инди, так или иначе. Я имею в виду не обязательно инди-рок, но может быть в каком-то другом жанре. Мне нравится дуэт Нур. Но мне в целом все коллеги по цеху нравятся, вот. Но из тех, кого бы я только слушал и добавил в плейлист, это группа Нур. Блин, да, плюсую, потому что у меня тоже... Я летом на них наткнулся, и они у меня сейчас в итогах за год, там, типа, 2-3 песни попали, типа, в топы. Наверное, своей простотой они берут. Вот чем тебе они нравятся? Ну, атмосферная музыка достаточно, и это звучит прям как стильный бедрум-поп, такой приятный очень. Ну, еще Джуна нравится. Атмосферные достаточно ребята. Угу. Круто. Так, ну, в принципе, все. Рахмет сиңа. Зурус. Рахмет сізге. Зур салям всем, кого знаю, кого не знаю, тоже салям. Ирар. И сау бол. Рахмет сізге. Всем спасибо. Всем свободны. Спасибо. Спасибо за прослушивание. Слушайте нас на всех платформах. И до встречи. Сау болыңыз.